Ну а для сотрудников национальной телекомпании «Ингушетия» сегодняшний день запомнился прежде всего юбилейным торжеством. Мы отметили 5-летие. Поздравить наш телеканал пришли дорогие гости, постоянные участники наших эфиров. Собрались коллеги по цеху и те, для кого творчество уже давно стало смыслом жизни. Мадина Пугоева расскажет подробно. В древности на вершинах башен зажигались огни, и таким образом подавался сигнал о приближающейся опасности. Ну а мы отсюда, со смотровой площадки главной достопримечательности Магаса, отправляем вам сигнал праздника и импульс к дальнейшему развитию национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Так что давайте будем всегда на высоте. Пожелания в этот знаменательный день в адрес именинников звучат от руководства республики. Творческих успехов, карьерного роста, интересной и насыщенной телевизионной жизни пожелал работникам НТРК глава региона. Поздравительный адрес от его имени зачитал председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев. От имени главы республики Ингушетия Юнусбека Бамангелдиевича Евкурова сердечно поздравляем вас с вашим 5-летним возрастом. Период совсем небольшой, но однако вы сделали очень много. За это время в республике произошло много событий. Ни одно из них не прошло мимо зрителя благодаря работе ваших корреспондентов. В эфире все, конечно, кажется легко и просто, но какого труда стоит создание 1 минуты качественного контента, знают только те, кто работает за кадром. И сегодня, пользуясь случаем, я от имени главы и от себя лично, от имени правительства хочу пожелать каждому из вас плодотворной работы, сплоченности, взаимопонимания и творческих успехов. Дорогие друзья, мы искренне ценим вашу работу, мы вам искренне признательны. Каждый здесь сидящий государственный чиновник отчасти должен выражать свою признательность и быть благодарен вам, потому что мы благодаря вашей работе стали медийно узнаваемыми. Позвольте мне от имени председателя Народного собрания Республики Ингушетия зачитать приветственный адрес. Вы всегда находитесь в центре происходящего, оперативно делитесь с жителями достоверной, объективной информацией. Ваши передачи и репортажи раскрывают перед зрителями жизнь не только Республики Ингушетия, но и всего Северного Кавказа. Желаю телерадиокомпании дальнейшего динамичного развития, коммерческих успехов, вдохновения, новых творческих находок и успешных проектов. С уважением, председатель Народного собрания Республики Ингушетия Зелимхан Султан Хамидович Евлоев. Много направлений и тем у работников телевидения. Одно из главных, я считаю, это работа, направленная на сохранение наших традиций, обычаев, традиционных норм ислама. Вы знаете, телевидение, наверное, сохраняет и человеческие судьбы, организовывая круглые столы, всевозможные площадки профилактического и воспитательного содержания, уберегая нашу молодежь от чуждых идеологий, сохраняя тем самым нашу идентичность. Уважаемый Курейш Олегович, позвольте поздравить вас и ваш коллектив с юбилеем, пожелать вам творческих успехов с таким же усердием и с максимальной объективностью. Дал Бог беркете болшин, дал дьявол долчон. Термин «телевидение» впервые использован в 1900 году в французском языке. На протяжении 5 лет этот термин наполняет информационным, организационным, экономическим, социальным, политическим и иным содержанием. Желаю вам, дорогие друзья, дальнейшего процветания, чтобы каждая ваша передача доставляла радость многонациональному народу Республики Ингушетия. Дал Новости программы «Утро», общественно-политические и развлекательные передачи, познавательные телепроекты для детей и взрослых, а также трансляции масштабных мероприятий и торжеств. Все это НТРК Ингушетия дарит своему зрителю уже 5 лет. Тех, кто все эти годы трудился, не покладая рук, чествуют и награждают грамотами от имени главы республики. Амхоневу Тамерлану Башировичу. В числе награжденных и Индира Манкиева, корреспондент и ведущая информационно-аналитической программы «Итоги недели». В роли журналиста впервые себя попробовала 5 лет назад. О том, что эта профессия станет частью ее жизни, признается, она даже не думала. Я в первый день пришла для того, чтобы просто посмотреть, ну скажем так, поглазеть на эту работу со стороны. А оставаться, тем более устраиваться на работу вообще и в мыслях не было, потому что я была студентом и как бы у меня была учеба. Но так получилось, что в первый же день меня отправили на выезд, и все
как-то осталось. И вот прошло 5 лет, сегодня мы отмечаем свой первый юбилей. Поздравления в свой адрес принимает ее коллега Хади Добриева. За сравнительно небольшой стаж работы девушка успела попробовать себя в роли корреспондента, шеф-редактора, монтажера и даже оператора. Подобная смена обязанностей только на пользу, уверена она. Так можно развиваться творчески и осваивать новые направления телевизионной деятельности. Работа, она и есть работа. И те, кто говорят, что она не волк в лес не убежит, я с этим мнением не соглашусь. Потому что здесь такая работа, которую нельзя оставлять ни на секунду без присмотра. Поэтому работайте, друзья, работайте. Но главное, терпения вам, удачи и творческого запала. Свой первый юбилей национальная телерадиокомпания отмечает с размахом. Торжество продолжают звезды ингушской эстрады. Для работников НТРК звучит песня в исполнении Алаудина Исмурзиева. Поздравления и пожелания звучат и от коллег по цеху. Ветераны телевизионной семьи ГТРК Ингушетия, представители печатных СМИ и пресс-служб республики. Праздничную атмосферу теплыми словами в адрес нашей телерадиокомпании дополнили и другие почетные гости. Хотелось бы, конечно, поздравить, хорошие слова сказать, наверное, да, пожелать больших удач, больших высот, чтобы все получалось, чтобы был большой интерес. Желаю, чтобы люди, которые приходили на свою работу, просто горели, хотели заниматься тем, что они делают, и чтобы все у них получалось. Коллектив НТРК стал для меня родным, потому что, начиная еще с приемной главы, мы очень много пережили, прошли, можно сказать, с вашими репортерами. Поэтому сегодня уже совместная работа, бесконечные прямые эфиры на спортивных, культурных мероприятиях. И видно, как наши специалисты растут, то есть по той картине, которую вы выдаете. Поэтому я желаю успеха в дальнейшем, желаю перспектив и удачи во всем. Хочется от души поблагодарить всю дружную семью национального телевидения. И желаю, конечно, не останавливаться на достигнутом, желаю новых достижений, дальнейшего развития. Любое время включаешь, начиная с детских передач. И любыми передачами у вас все поставлено, наверное, потому что это родное, свое. Мне нравятся ваши любые передачи. У вас прекрасный коллектив, прекрасная команда. Поздравляю вас с праздником. В планах у работников НТРК новые проекты и новые задачи. Чтобы стимулировать их на покорение больших вершин, руководитель республиканского Миннаца Муслим Мендиев вручил ценный подарок. Крутой подарок, не побоюсь этого слова. Сертификат в связи с 5-летием и юбилеем НТРК Ингушетии руководством Миннаца Республики за успехи в работе по освещению социально-экономической, культурной, образовательной, спортивной и других тематических направлений решила вручить коллективу телерадиокомпании сертификат на приобретение автомобиля «Лада Гранта». Дальнейших вам творческих успехов и всех благ. Спасибо. За возможность творить благодарят и главу республики, который сделал все, чтобы в Ингушетии появилось свое современное и качественное национальное телевидение. Это он ходил в руководство страны, убеждал, что нужен канал, забивал деньги. И потом на протяжении всего строительства комплекса, как и он делает постоянно, следил, как шло строительство. Он старался, чтобы на телевидении все было самое лучшее. И оборудование, и технологии, и кадры. Мы все знаем, да, что наши ребята, первые, кто начинал работать, проходили стажировку не где-нибудь, а на Первом канале. Это самое лучшее, что у нас в стране есть. И сегодня коллектив, который здесь присутствует, мы с вами делаем все, чтобы нашу республику, в которую наш глава прорубил окно для всего мира, чтобы нас могли видеть, чтобы показывать эту республику именно процветающей, развивающейся, показывать людей, которые в этой республике живут гостеприимно. 5 лет на просторах одной большой телевизионной кухни каждый день, 24 часа в сутки. Для всех категорий телезрителей национальная телерадиокомпания только начинает свой путь, и он непременно запомнится событиями, которые войдут в историю Ингушетии. Я люблю и величавый сгон манящих по утру. Мадина Пугоева, Майрбек Миржуев, Новости 24.